Добрый вечер. В эфире программа «Вильнюс. Открытая студия». Сегодня мы, как всегда, поговорим об актуальных проблемах столицы. Вильнюсское самоуправление, несмотря на сложную экономическую ситуацию, находит возможности финансировать культуру и просвещение. Уже в следующем году в Вильнюсе откроется еще один филиал столичной городской библиотеки. Об этом в нашем следующем репортаже. Вильнюсское самоуправление продолжает оптимизировать свою работу. Новый этап – более эффективная система осуществления проектов. До сих пор руководителю проектов, чтобы привлечь сотрудников из разных департаментов того же самоуправления, требовалось пройти сложно сочиненную иерархическую систему. Просить своего руководителя, просить у руководителя другого департамента согласия на привлечение к проекту его сотрудников. Теперь все будет проще и быстрее. Проектное управление позволит структуру повернуть боком. Это значит, что руководитель проекта сможет давать поручения работникам из разных департаментов, различных структур. Таким образом, управление было бы намного более эффективным, понадобилось бы меньше поручений, меньше согласований. Как правило, проектное управление внедряется вместе с электронными инструментами, которые позволяют руководителям следить за осуществлением каждого этапа проекта, гибко и быстро решать возникающие проблемы. Примером успешно проводимого в жизнь проекта может служить восстановление филиала городской библиотеки, который десятилетия как не действует. Сегодня районное хранилище знаний восстает как феникс из пепла. Филиал будет на 2 этажа выше, чем прежде, и сможет обслуживать почти в 10 раз больше читателей. Библиотека будет с конференц-залом, с обслуживанием людей с ограниченными возможностями, с интернет-читальней, с абонементом, с британским читальным залом, с въездом для людей с ограниченными возможностями, что очень актуально. Планы по восстановлению Жирмунской библиотеки специалисты лелеяли уже давно, но помешал кризис. Однако, несмотря на то, что экономическую ситуацию как в стране, так и в Вильнюсе блестяще назвать сложно, средства для этого проекта столичное самоуправление нашло. Помог приватизационный фонд Вильнюса. Проекту раскрыто 5 миллионов литов. На проект выделено 5 миллионов литов. В этом году планируется освоить 3 миллиона. Оставшиеся 2 миллиона будут освоены в следующем году. И планируем 24 июля открыть новую библиотеку. Специалисты отмечают, что нужда библиотеки огромна. Новый филиал поможет разгрузить отделение Центральной библиотеки в районе Антакальниса и Шнипешкес. Авторы проекта уверены, что Жирмунская библиотека привлечет читателей не только богатым фондом, в который войдут как минимум 20 тысяч книг, но и возможностями общения, участия, организации культурных мероприятий, для которых здесь тоже будут созданы все условия. Далее в нашей студии журналист Гинас Добощинскас узнает о том, зачем Вильнюсское самоуправление стремится вести систему управления инвестиционными проектами. Sveiki gyvi, šiandien su mumis Vilniaus vicemeras Jonas Pinskus. Labą dieną. Sveiki. Na, baigėsi viena perspektyva, prasideda kitoji. Turiu galvoje apie 7-13 metų perspektyvą susijusią su ES struktūromis. Dabar jau 14 ne už kalnų. Vilniaus savivaldybė jaučia, kad tai ne už kalnų. Rengiasi visam šitam procesui? Aišku, kad jaučia. Ta prasme, kad daugelis projektų jie baigėsi. Mes tik tai jos vystom iš sutaupytų lėšų, kitus projektus esam pasiruošę, kurie stovi rezervė, kaip mes vadinam. Ir labai daug projektų ruošiam 14-20 metų perspektyvai. Labai norim būti pasiruošę, kadangi 14-20 metų perspektyvoje yra numatyta, kad vis dėlto didieji pinigai ateis į didžiuosius miestus. Kadangi jeigu anksčiau buvo skiriami pinigėliai daugiau atsilikusiems regionams, tai dabar ta savoka yra pakeista atsilikusios teritorijos, tai per šią savoką didieji miestai pateikia savo programas, gali gauti nemažai lėšų. O kas mums Vilniečiams iš to? Vilniečiams tai, kad jeigu mes pripažįstam kokį nors mūsų regioną kaip Naują Vilnią, kur daug yra gamyklų užsidariusio, arba Naujininkus, arba mūsų Šnipiškių rajoną, tai mes galim kompleksiškai tuos rajonus pagal projektus vystyti. Ir reiškia kompleksiškai. Tai nebūtų, kad mes darom tik tai vieną kryptimą arba vieną projektą,
bet visą rajoną kompleksiškai mes galėtume išvystyti ir pakelti žymiai aukštesnį lygį. Ir čia yra įvairių projektų puokštė, taip, visuma. Įvairių projektų puokštė. Kiek maždaug tų projektų yra dabar vystoma? Šiandieną mes turim 209 projektus Vilniaus mieste vystomus. Jie yra įvairiuose stadijose. Kas tik tais pačioj pradžioj, kas jau yra pabaigoj. Ir iš tiesų labai sudėtinga tos projektus, sakyčiau, kontroliuoti. Ir vienas svarbiausių projektų pas mus dabar yra šių investicinių projektų valdymo programos įdiegimas. Ir mes aktyviai dirbam dabar su miesto departamentu, su ekonomikos ir investicijų departamentu ir gavom jau šiam projektui ir lėšas. Bet projektas, investicinių projektų valdymas yra labai sudėtingas ir reikalaujantis daug brandos, kolektyvo, daug mokymų. Pati programa nėra labai sudėtinga, bet įdiegę šią programą mes pačio projekto įgyvendinimo laiką galėtumėm sutrumpinti beveik dvigubai. Tai, ką tas reiškia, mes galėtumėm beveik dvigubai daugiau pinigų įsisavinti, daugiau projektų suvaldyti, kokybiškai suvaldyti. O ką reiškia investicinis projektas? Kuo daugiau mes jų įgyvendinam Vilniaus mieste, aišku, mums Vilniečiams gyvenimo kokybė, aišku, mes tą pajaučiam, vienas dalykas. Antras pliusas, reiškia, kuo daugiau projektų ir daugiau pinigų, tuo tie projektai ir sukuria tas darbo vietas. Suprantat? Ir tada Vilnius tampa turtingesniu miestu. Taip. Tai štai apie tos konkrečius pavyzdžius norėčiau dar vieną kitą klausimą užduoti. Dėl mokyklų renovavimo. Taip. Ne tik tai renovavimo, mes galėčiau kaip konkretų pavyzdį pasakyti Balsių mokyklą naują pastatytą. Šis projektas užtruko 8 metus. Ir kodėl jis tiek daug užtruko? Ta prasme, kad keitėsi politinės valdžios, vienai valdžiai tai buvo įdomu, kitai nebuvo, kai kas atnaujindavo, kažkas sustabdydavo. Tai šios programos įdiegimas, jeigu mes visus projektus sudedam, pavyzdžiui, 300 projektų į šią programą, kur tiesiog traukinys paleidžiamas, tai netgi pasikeitus politiniam valdžiom pasilieka tęstinumas. Tuos projektus visi jie yra matomi, nėra paslėpti stalčiuose. Jų nebegalima išimti, juos galima tik tai vystyti arba papildyti. Ir bendruomenės gali spausti? Taip, ir bendruomenės gali spausti, ir tai yra matoma, žinoma ir skaidrų pagaliau. Tai sutuokit milijardai, tie milijardai, kuo ilgiau užsitęsia projektas, ar ne, finansavimas to projektų paprastai yra kreditiniai pinigai, mokamos palūkanos, jisai išbranksta. Įvedus šią programą, aš sakau, tai yra labai svarbi programa, kad suvoktų. Netgi, reiškia, sutrumpinus to investicinio projekto laiką, reiškia, ir pinigai yra pigesni, ir jis taip neišbranksta ir tampa pigesniu. Tai sutaupami didžiulės lėšos įsilieja. Jeigu mes skaičiuotumėm 300 projektų, kokie 2 milijardai litų, paskaičiuot per palūkanas, per mėnesius, tai įsilieja į didžiulius milijonus. Už tos milijonus, pavyzdžiui, 12 milijonų mums užtenka pasitikti vaikų darželį. Dėkui Jums už pokalbį. Su mumis buvo Vilniaus vicemeras Jonas Pinskus. Вильнюсское самоуправление активно продолжает осуществлять социальные проекты в столице. Накануне мэр Вильнюса посетил филиал городской центральной библиотеки в Пилайте. Оборудование филиала уже близится к концу, и новая библиотека двери откроет еще до конца нынешнего года. В Пилайте же в начале следующего года первых пациентов примет филиал Каролинической поликлиники, строительные работы которого уже подходят к концу. Оба проекта стартовали всего лишь год назад. В столице проходит 7-й международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола». Лучшие примеры народных традиций можно будет увидеть и в лабораториях традиционного пения, и на лекциях-концертах, и на вечерах народных танцев. Традиционный концерт фестиваля «Музыка для гурманов» познакомит с традициями народов Кавказа. Цикл концертов «Уникальные традиции» откроет глубину традиционной культуры казаков. Второй год подряд в рамках «Покровских колоколов» пройдет и ассамблея детского фольклора. Завершится фестиваль круглым столом, где специалисты из разных стран поделятся опытом, как сохранить традиции в современном мире.
Уже со следующего года столичные жители смогут колесить по Вильнюсу на оранжевых велосипедах. Проект, который десятилетия назад провалился из-за нечестных пользователей, вновь возвращается, и мэр Вильнюса уверен, что на этот раз проблем не будет. Новая система аренды велосипедов позволяет легче идентифицировать временного владельца велосипеда, а это значит, можно будет легче защитить двухколесный транспорт от хулиганов. Планируется, что всего в столице будет действовать 35 пунктов аренды велосипедов, которые гостям и жителям столицы смогут предложить в аренду 300 велосипедов. Первый час пользоваться велосипедом можно будет бесплатно, второй будет стоить 10 литов, а каждый последующий час аренды – 15 литов. Итак, время передачи «Вильнюс. Открытая студия» подошло к концу. Увидимся ровно через неделю в то же время. С вами был Максим Козлов. До свидания.